Нет, я не виноват и виновным себя никогда не признавал. Игорь Кругляков – московский бизнесмен, бывший руководитель 3 ювелирных фирм. Учредители у них были другие люди. Филиалы открыли по всей стране, в том числе и в Казани. Утверждает, что за несколько лет судебных слушаний не понял даже сути претензий. Сам дело видит как спор двух хозяйствующих субъектов. Говорит, кто кому должен и сколько должен был решить арбитраж. До решения по арбитражному спору было возбуждено уголовное дело для того, чтобы надавить на руководство компании в виде меня. Пострадавшие уверены, что 3 возглавляемые им компании взяли на реализацию ювелирные изделия. Поставщики больше не увидели ни драгоценностей, ни денег. Правоохранительные органы усмотрели в этом умысел. Под предлогом приобретения и последующей реализации ювелирной продукции похитил указанную продукцию у индивидуального предпринимателя Кузнецова, ООО «Сити» и ООО «Крона» на общую сумму более 25 миллионов рублей. Все годы, пока шло следствие и суды, он был под подпиской о невыезде. На предыдущем заседании меру пресечения изменили и поместили в СИЗО. Почему, понять не может. Рассказывает, семья живет в Латвии, и раз в полгода он навещал родных, причем с разрешения суда. Так как вы сами знаете, сейчас ковидные ограничения и прочее, туда невозможно полететь на самолете. То есть я двигался через Псковскую область, Минск, потом Латвия, и так далее. То есть я двигался по земле, пересекал, соответственно, границы от города Москвы, где непосредственно проживаю, до города Риги, где проживает моя семья. Поэтому у адвоката есть все подтверждающие документы о том, что мне это разрешалось. Но обвинение заметило, что его маршрут к семье шел совсем не по кратчайшей прямой. Было установлено, что подсудимый Кругляков, будучи под подпиской о невыезде, неоднократно нарушал данную меру пресечения. В ходе проверки установлено, что Кругляков посещал такие города, как Санкт-Петербург, Ставрополь, Минеральные воды, Пермский край. Тем самым, не имея на то достаточных законных оснований. Это заседание было отложено. Подсудимый отказался от адвоката по назначению и заключил договор с новым защитником. Для ознакомления с делом ему дали 10 дней. Алина Анатольевна, Константин Бушуев, вызов 112.